Ага, до петли. Все размотано. Все размотано. Но натяжки нет. Натяжки нет. И что-то даже есть вроде бы. Что-то небольшое, не крупное. Нет, 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 пошло, пошло, пошло. Там вот к берегу пошла. К берегу пошла. Опа, нет, это уже покрупнее что-то. Опа, 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 вот она. Так, ну что, с добрым утром. Ночь, долгая зимняя ночь позади. Время 7 часов утра. Начало светать. 19 ноября наступило. Ну, если 19 ноября, значит, сегодня много знаменательных дат. Во-первых, 19 ноября это День ракетных войск и артиллерии. Вот. Поздравляю всех с этим праздником, всех причастных, всех ракетчиков, всех артиллеристов. Как говорится, после нас только тишина. Вот. Ну и еще 19 ноября 1990 года я ушел служить в армию. День призыва у меня. Так что, сколько это получается? 33 года назад. Как сейчас помню, прилетел вертолет. Сел я на вертолет. Улетел в Троицко-Печорск. Нет, 19-го я уже вру. Это было где-то числа 17-го, наверное, или 16-го даже вертолет прилетал. Потому что я призывался с Сыктывкара, с места учебы. И 19-го сели в автобус и укатили в Княжпогост. Это призывной пункт у нас. Сейчас Емва называется город. Вот, там 3 дня подождали покупателя, потом сели в поезд. Было минус 30-35 градусов, было очень холодно. Приехали на поезде в Москву. В Москве были лужи, как сейчас помню, валенками по лужам ходили. И чтобы ноги хоть как-то спасти ноги, мы одевали целлофановые пакеты на носки, целлофановые пакеты на валенки, как бичи. Шли по Москве, пересели в другой поезд, приехали в Ульяновск. Там вообще даже снега, а в Москве были лужи, да, снега уже не было, такой резкий перепад температуры. В Ульяновске было еще теплее. В Ульяновске, хоть слава богу, нас переодели, одели форму уже, и как бы нормально стало, нормально. Там подождали борт. Ту-154 вроде бы. И полетели в Германию. Вот так вот началась моя служба. Это было уже 33 года назад. Целая вечность. Время идет, время бежит. Жизнь проходит. Хорошо, хоть она вот проходит. Бывает иногда так вот в лесной избе спокойно. Хотя сегодняшняя ночь, не сказать, что спокойной. Вчера почистил печь перед растопкой, вынес всю золу. Тяга была «мама, не горюй». И хорошо, что я вчера приготовил дров. Потому что подкидывал 4 или 5 раз. Я вставал, просыпался. Просыпаюсь, уже холодно. Подкидываю. Даже береза и то летит. Единственное, что не горело, это старые сырые дрова, которые пропитаны водой. Те, да, те не то, что долго горели, те вообще не горели. Опять же, было холодно. В общем, так себе ночь прошла. Но ничего, поспали, особенно сейчас вот после 3 и до 6, 3 часа спокойненько, так удачненько получилось, и нормально поспали. Много вчера не сидели, всего-то 150 грамм может быть, ну 200
Ну, 180 может быть. Вот сегодня у нас чай с малиновым вареньем. Ну и в принципе тот же самый завтрак. Картошка, котлеты, яичница жареная. Все то же самое. Опять же, сейчас вспомнил, вчера вечером мне не хватало рыбы соленой. Надо было взять рыбы. Рыба к рыбе на рыбалку. Если взять рыбу, то рыба ловится. Вот. Этого я вчера не сделал. И до того привыки, как бы чего-то мне уже не хватало. Каждый вечер у меня в рационе соленая рыба. Будь то щука соленая, будь то окунь, будь то язь. Но рыба, чтобы вечером была. Вот вчера не поел рыбу, и уже как бы что-то не хватает. Рыбу я могу есть каждый день. Я не понимаю вообще, как можно жить без рыбы. Ладненько, тем временем он на улице уже практически расцвело, он цветает, красота. Так что завтракаем. И вперед на озеро. Я уже весь в предвкушении. Но если будет хотя бы 3 загара, это будет уже хорошо. А сколько будет, сейчас скоро мы это увидим. Рыбалка начинается. Так, друзья, вот мы на озере. Вышел ни одной сработки. Потоптался, бамс. Прямо на глазах сработка. И вот потихонечку, очень потихонечку, очень аккуратно крутит. Очень аккуратненько. Очень робко, так сказать, даже. Но это не сам гальян, по-любому это щука. Надо только отдолбить сначала, наверное. Ну вот она пошла. Сейчас вымотает полностью. А нет, не замерзла даже. О, пошла. Пошла, родимая. Пошла, родимая. Коронка. Наверное, я так думаю, уже засеклась. Скоро, наверное, уже будет петля там. До конца я не даю разматывать, потому что здесь коряг до хрена. Остановилась опять. Жует, наверное, думает. Ладно, попробуем подсечь. Уже нету. Уже выплюнула. Нет, что-то дернуло. Не пойму. Вот такая вот шурагайка. Такая шурагаечка. Заглотила. Во-первых, ты первая, а во-вторых, ты заглотила. И несмотря на твой маленький размер, мы тебя забираем. Мы не любители спортивной рыбалки. Ай. Напоследок еще решил укусить меня. Так, что начало есть. Вот такой вот жиганчик. Так, ну что, друзья, начало есть. Первая шурагаечка. Ой, какая она худая. Видать, голодная. Так что начало есть. Продолжение, надеюсь, будет. Ну, что-то... Сейчас я, конечно, пройду, проверю все жерлицы. Бывает то, что флажок не срабатывает. Такое тоже бывает. Проверю все жерлицы, поменяю воду у живцов. Если тишина, попробую поблеснить.
Ну, а потом уже будем думать, что дальше делать. Если здесь никаких шевелений не будет, после обеда поедем на другое озеро, поставим жерлицы там. Как-то так. Уже не пусто, уже хорошо. Прямо на глазах сработка была. Так, друзья, боюсь сглазить, но, кажется, пошла движуха. Утром вышел, не было ни одной сработки. Вот, сами видели, отцепил щуку, проверил. С одного края 4 жерлицы. Обратно возвращаюсь, смотрю, есть загар. Подхожу к загару. На соседней тоже загар. Как бы 2 загара. Катушки уже не крутят, видать, выкрутили все. И будем смотреть, будем проверять, потому что здесь на узком месте обычно я жерлицы не ставлю, но сейчас рискнул, потому что здесь с одной и с другой стороны очень много зацепов, коряги. Так что не будем ждать, пока щука запутает в коряге, если уже не запутала. И будьте здоровы. Так, ну что, с Богом, что у нас тут? Она даже не вымотала. Она даже не вымотала у нас. Полностью. Оставила, что ли? Замерзла. Блин, не люблю эту пешню. Возьму другую, наверное. Этой пешней можно перерубить запросто леску. Она как стамеска. Так, черпачок не взяли. Не. Тут никого, скорее всего, потому что даже не вымотанная леска. Выплюнул гальянчика. Ага, украли гальяна. Вот такая вот хитрая щуренция. Как-то у нее получилось вырвать гальяна. Ну ладно, может там. Если она там, если у нее в животе 2 гальяна, значит это щука, которая была здесь. Сейчас будет сработка. В общем, нацепил гальяна живого. Нацепил живого гальяна. Начал устанавливать жерлицу. И кто-то у меня пару раз пытался этого гальяна уже выдернуть прямо с руки. Не стал подсекать. Поставил обратно. Чтобы не пугать. Надо дать ему заглотить. Он что-то походу оставил. Ну здесь щука есть точно. Ага, оставил. Выплюнула. Видать, почувствовала сопротивление, выплюнула. Но я отчетливо слышал, что 2 раза дернула она. Щука здесь есть 100%. Лишь бы она опять не выдернула его. Но щука осторожничает. Сейчас проверим живца, если он на месте. Живец на месте, все нормально. Так что оставляем это. Я так думаю, мы к ней еще вернемся. Вот напишем здесь крестик такой, что здесь рыба есть. И пойдем проверим соседнюю жерлицу пока. Так, здесь что у нас?
здесь вымотано полностью. До петли. До петли. Блин, пешню надо менять срочно. Иначе я перерублю. Опа, опа, опа. Есть, рыба есть. Рыба пока есть. Так, срочно надо сходить за пешней и за шумовкой. И делать надо новые лунки все переставлять, потому что лунки затянуло. Так, ну что, видно, надеюсь, да? Так, видно. Приготовим крючок на всякий случай. И подарок от Юрки Кулагина. Так, ну что, с Богом. Ушла. Ушла. Или не ушла? Нет. Что-то есть еще. Не крупный. Вот такая вот. Вот такая вот. Но уже чуть крупнее, чем та. Вот такая вот шурагаечка. Ну, янцкадан. Щуки светлые здесь, потому что озеро тут выходит ручьем на Печору. Вон, это бы уже точно не ушло. Вон где крючок торчит, видите, да? Пробило желудок, пробило даже тело. Так что это 100% щука была нашей. И вот такие вот светлые речные щучки здесь у нас. Янцкадан. Так, друзья, у нас еще две сработки, два загара. Раз и два. Но этот загар почему-то какой-то странный. Сработала, вымотала вот до веревки. Тут у меня была самоловка, я ее накрутил на эту жерлицу. И капроновой нитки немного больше. И что-то до конца не вымотало. Так, видно? Ну-ка, смотрим. Тут очень мелко, глубина маленькая, очень много травы. И может быть куда-то она запутала, возможно. Но почему-то дальше она не дергала. Не-а. Вот такая вот история. Вот такая вот история у нас. Сход. Она, получается, взяла живца, вымотала, пожевала. Вон, видно следы от зубов. Голянчик у нас живой еще. Так что пусть поплавает. Глубина здесь очень и очень маленькая. Я вам скажу, живец практически подо льдом. Вот она сколько вымотала. Здесь запутала и все. Метра два. Ладно. Ты нам еще попадешься. Так, это у нас предпоследняя жерлица. И что у нас тут? А здесь вот вымотала до петли. Так, это хорошо. Приготовим все, что можно, все, что нужно. Потому что здесь экземпляры бывают очень и очень внушительных размеров. Так. 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 Что, отдал, пока не дергается, сразу сделаем немножко побольше. Луночку побольше.
Так, ладно, будем надеяться, что влезет. Так. Запутала куда-то в траву конкретно. Лишь бы не мертвый зацеп. Опять сход по ходу. Да. Запутала в траву и ушла. Вот. Вот такая вот катавасия. Ладно. На этот раз тебе удалось перехитрить. Гальян живой. Вот чем мне нравятся озерные гальяны в качестве живца, это просто поразительная живучесть. Вон. Лески у меня около 12 метров, наверное, 10-12. Но делаю петлю вот так, чтобы не разматывал на полностью. Метров 5 оставляю. Это в зависимости от глубины. Вот эти жерлицы новые у меня, совершенно новые. Заказал на Озоне. Не знаю, посмотрим, как они покажут себе. Так, раз, два. 2,5 примерно так. Ну, ловись, щучка. Ну вот и утренняя проверочка. У нас 2 щучки и 3 ложные сработки. Ну не ложные, рыба была по-любому. Так что надежда есть. А сейчас идем в избу. Подъехал хозяин избушки. И, пожалуй, попьем чайковского. А может быть, не только чайковского. Потому что одному рыбацкий как-то не лезет, а с товарищем оно всегда за. Погнали. За это надо выпить, и никто не возражает. Рыба есть, не пустые, уже хорошо. Так, немножко не дошли до избы чай попить. Видим еще загар. С утра его не было, размотало до петли. Пешню-то не взяли. А тут, наверное, не, нормально. Где-то замерзло, главное, где-то нет. Так. Что-то натяжечка есть небольшая. Опа. Это что, запутала об траву? Но пока идет потихоньку. Через траву идет. Ну, что-то небольшое, не крупное точно. Такая же шурагайка, скорее всего. Уже не идет. Или что, я не пойму ни хрена что-то. Вон сколько размотало. Много я те лески оставил. Ну, вон идет. Еще меньше. Тебе даже, наверное, отпустим. Слабо заглотила. Надеюсь, выживешь, не умрешь. Иди, гуляй, Вася. Васек, тебе повезло сегодня. Оп. Блин, забыл желание загадать. Чтоб, короче, 23 щуки поймал. Сейчас посмотрим, сбудется, не сбудется. Все, а теперь можно точно идти чай пить. Да? Я тоже так думаю. 10 минут первого. Как-то вот так, друзья. Время уже 10 минут первого. Светового дня осталось буквально часа 3, не больше. А мы еще сегодня толком и не рыбачили. В общем, подъезжал хозяин избы, проверял капканы на куницу. Ну и, конечно же, мы это дело просто так не оставили. Немножко посидели, допили вчерашний пузырек, наготовили дров, распилили вот сушняка немножко, березки. Теперь не то что на ночь, а на 2 и на 3 неделю можно здесь жить. Наготовили дров, посидели, поговорили. Возможно, сейчас покормит собак и подъедет обратно. Потому что горяченькое у меня еще есть в запасе. Всегда я это дело беру с запасом. Один, да, пару стопочек, как бы ненормально.
А когда в компании, да, с хорошими людьми, и 2, и 3, и 4, и 20, это все в тему. Не в рыбе дело, дело в рыбалке. А весь процесс это и называется рыбалка. Ну а теперь, что, пойдем проверим все-таки наши жерлицы. До конца мы проверили. Утренняя проверка дала 2 щук и 3, 3, одну мы отпустили. Теперь смотрим. Все-таки пробурю я пару лунок, попробую на блесну. Хотя время утреннее уже прошло, навряд ли что-то будет клевать. Но на всякий случай посмотрим. Ну и потом, опа, вижу сработку. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Вот она сработочка. Сразу же сработочка. Это уже хорошо. Это уже радует. Так что проверяем сейчас эту жерлицу. Щучку. Опа-на! Опа-на! Янцикадан. Вторая сработочка. Опа-на! Третья сработочка. Третья сработочка. Третий загар. Опа-на! Четвертый загар. Янцикадан. Ну, я так думаю, нам будет чего посмотреть. Поехали. Поехали проверять. И начинаем прямо вот с этой жерлицы. Пешня у нас далеко, я так думаю, за день. Вот так вот. Не знаю, что поймаем, что не поймаем. Но 4 загара я вижу. Это значит, 4 щуки, возможно, попались. Не зря говорят, рыба по суху не ходит. Вот посидели с хозяином избы, отметили это дело. И загары пошли. Пошла проверочка и у нас. Так, сразу настроим камеру, надеюсь, видно. Так, что мы здесь видим? Видим, щука что-то крутанула. Ага, до петли. Все размотано. Все размотано. Но натяжки нет. Натяжки нет. И что-то даже есть вроде бы. Что-то небольшое, не крупное. Нет, 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 пошло, пошло, пошло. Там вот к берегу пошла. К берегу пошла. Опа, нет, это уже покрупнее что-то. Опа, 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 вот она, вот она. Вот Янцикадан. Янцикадан. Рыба по суху не ходит. Значит, наливай да пей. Вот так вот. Кулома, кулома. Это еще крупнее. Если так дело пойдет по возрастающей, это дело будет просто красиво. Вот такая вот. Нам сейчас живой ее доставлять не обязательно. Мы доставляем ее в замороженном виде. Ну-ка, скажи. Так. Все у нас, все причиндалы у нас в этом, в корыте. Зевник, там не зевник. Так. Ну, двойник, я так думаю, можно освободить без зевника. Вот тройник бы так вот освободить не получилось. А так вот все нормально. Вот на такого гальянчика. Голянчик уже, к сожалению, кулома. Давно он его съел. Но пока свеженьких не возьмем, мы нацепим этого. Вот Янцикадан. Щука есть на этом озере. И это радует. А у нас еще 3 загара, так что впереди все самое интересное. Не переключаемся. Так, ну а эта жерлица у нас сработала там, где мы отпустили нашу маленькую щучку. Вымотала полностью. Вымотала полностью. Так, что на этот раз? Если попадет та же самая щука, не, походу никого.
Походу пусто. Вот такая вот байда. Сопротивление было долгим и жестоким. Вот он где крючок, а вот он где живец. Так что здесь на этот раз щука нас оббегорила. Забилась где-то в траву. Ну хорошо, что не в коряге. И благополучно свинтила. Ну ладно, еще не вечер. Что-то не понял. Сработала опять та жерлица, где я только что вытащил щуку. Нацепил туда дохлого гальяна. И пошел проверять соседний флажок. И что мы видим? И мы видим жесткую сработку. И вымотала. Нет, не вымотала. Только что сработало, получается. Но так как я зацеплял ее здесь за подплавник, а не за жабры, то можно подсечь, я думаю. Вот она. Вот вторая. Может, та, которую мы отпустили? Скорее всего, вот. Наверное, да. Ну что ты творишь-то, а? Мы тебя отпускаем, а ты все попадаешь. Ну, не хочешь жить, как хочешь. На этот раз я тебя отпускать не буду. Пойдешь в общий улов. Щуренок жареный. Щуренок пареный. По сравнению с этой здоровой вообще малыш, блин. Так, ну чё? А живца-то дай. Где там у тебя живец-то? Проглотил? Или где там он у тебя? Есть. Вот такой вот живчик, дохлый уже. А на него клюнуло. Так что цепляем этого маленького живца в третий раз. Может быть, еще клюнет что-нибудь. Вот так вот зацепим. Вот так вот. А говорят, 2 раза в снаряд в одну лунку не падает. У меня там 3 живца есть дохлых. Надо поставить капканчики, наверное, на них. Как мы видим, щука активная сегодня. Сейчас, днем. Поутру это было незаметно, что она была активная. Это сейчас днем что-то активировалось. Видать, погодные условия благоприятны для нее. Так, 1, 2, 3. Ну, давай еще сделай хитрик. Вот так вот. Буквально одну за одной поймали 2 щучки. Одна вообще красавица, блин. Так, ну и что? Еще у нас 2 загара. Пойдем глянем, что у нас там. Так, ну что? Смотрим. Что у нас? О, вымотало до конца. До конца. До конца. Аж до самого яйца. Что-то дергает, не крупные. Полкилошечка. Даже не полкилошечка. Даже дрищ-пакет. Вот такой вот мелкий щуренок. Сейчас мы посмотрим, что с тобой делать. А с тобой делать нечего. Крючок аж. Смотри, какие они все худые. Худющие. В шахте. Так что у тебя шансов никаких. Еще скажите, что я его был должен отпустить.
Когда есть возможность, мне не жалко. Не любитель спортивной рыбалки, но такую мелочевку я отпускаю. Только в том случае, если у нее есть хоть какой-то хотя бы малейший шанс выжить. Если этого шанса нет, как в данном случае, то и смысла отпускать ее нет. Ну вот, скажем, Менцкаден. Еще один щуренок. Вот еще одна сработанная жерлица. Эта жерлица у нас сегодня утром уже срабатывала. Был пустой крючок, но после того, как я начал отпускать живца, был удар, и она отпустила. Вы это уже помните, вы это смотрели. И что я вижу? Рядом вот маленький флажок, я сразу не приметил, тоже сработка. Там на той жерлице сегодня утром мы вытащили щучку. Так что еще две надежды у нас. Надежда. На этом здесь надежды уже нет. Здесь опять у нас объегорили. Блин, какая-то хитрая щука здесь живет у нас. Ладно. Ну, значит там. А там вдалеке вроде бы еще одна сработочка. Это отлично. Сейчас мы это увидим. Так, ни хрена себе замотало. Вот это крутануло. Так, все размотано до петли. Сегодня утром нам дало... О, видите, да? Что-то там у нас сидит. Что-то там у нас сидит, что-то там у нас дергает. И вроде бы даже что-то неплохое. А мы без крючков, без ничего, без пешни. Рискуем, конечно, но корыто со всеми причиндалами далеко. Так что рискнем. Так, пока ничего не ощущаю. Походу ушло. Нет, что-то легко идет. Небольшое, где-то полкилошка походу. Вообще не сопротивляется, вообще. Вот она, вот она. Вот засопротивлялась, вот она. Ну так и есть. Вот такая вот щуренция. Заглотила тоже до шахты. До шахты, до шахты. Вот так вот. Вторая щука, говорят, еще снаряд дважды в одну воронку не падает. Еще как падает. И на одного и того же живца, кстати, дохлого. Так, полезай в общую коллекцию. Получается 4 и утром 2, 5, 6. 6 штучек у нас уже есть. Менцкаден. Отлично. Значит, никуда не едем, рыбачим здесь. Так, этого мы опять же насаживаем пока дохлого живца. Если берут на дохлых, что бы не насаживать. И отпускаем. Может быть, третий кто-нибудь да подойдет. Так, как-то вот так. Так, у нас вот еще очередная сработочка. Что у нас тут? Смотрим. Ух ты, ух ты, ух ты. А здесь у нас все застыло. Здесь у нас все застыло. Потому, ух ты, и все распутано. Все распутано. Так, что смотрим? Натяжки нет. Нет, есть, что-то есть. Или нет? Что-то я не пойму. Не. Где-то там в траве далеко. Идет спокойно. Но что-то идет. Легенькие, не крупные. Так, видно, нет? Ушла туда. Вот она. Вот такая вот некрупная щуренка. Светленькая, беленькая, маленькая. Которая опять же у нас заглотила. Вот он тройник.
Естественно, об амнистии речи быть не может. Там и пробило и желудок, и вон жабру, печень. Все, вот он крючок. Так что пишите, господа, зеленые, фиолетовые, голубые, что вот Коми рыбак маленьких щук ловит. Ну, целовать ее и говорить: иди плыви, моя маленькая, я точно не буду. Потому что она далеко точно не уплывет. Понты клеить точно не будем. Да? Да. Вот так вот мы ее цепляем без зевника. Вкусняшка. Самый вкусный размер. Молочная щучка. Так, а что у нас с Голианом? Он у нас, если будет живой, я даже не удивлюсь. Но он уже не живой. Видать, уже давненько щучка здесь трепыхалась. Заживать успела Голиана нашего. Дохлых голянов мы цепляем вот так вот за спину. Вот так вот. По крайней мере, как мы заметили, с утра это у нас работало. Щука здесь ловится даже на дохлых голянов. Полностью катушку размотала. Полностью. Ладно. Здесь даже, видать, петли нет. Ну ладно. Раз прокатила, будем надеяться, что еще раз прокатит. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 щучек у нас сегодня уже. Так, еще одна сработка на новой жерлице нашей, но катушка не размотана. Катушка не размотана. Это значит, навряд ли здесь что-то будет. Получается, сработало. Здесь мелко, наверное. Завела куда-то в траву и выплюнула. Ну да, живец живой. Ладно, оставляем. Вон, сколько размотала. Буквально метр только, и все, остановилась. Оставляем до лучших времен. Так, у новых жерлиц заметил один минус. Так, вон. Раз, два, три. Один минус заметил. Вроде все, и регулируется. Катушка как бы легко крутится, тяжелее вот это ограничитель. Но бортики маловатые, бортики надо было крупнее сделать. И леска бывает слетает с катушки. Это мелочи. Посмотрим. Так, ну и все, пожалуй, пока. Вот такой улов у нас. 3, 4, 5 щук. Одна хорошая, 2 так себе и 2 малыша. Дальше вроде тишина. Сейчас идем до корыта. Нет, до корыта не идем. Сейчас берем ледобур, бурим лунки и будем пробовать на блесну. Повалил снег, проверил жерлицы, начал было уже бурить лунки, чтобы поиграть блесной. И тут подхожу на мелководье, наблюдаю, вот раз загар. И вот радует глаз. Через один 2 загар, следующий 3 загар и следующий 4 загар. 4 загара на мелководье. Я так думаю, из 4 что-нибудь да мы поймаем. Посмотрим.